Селям алейкум, хайрлах шамлар, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии обсудим самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Украина призвала страны-участницы ОБСЕ присоединиться к платформе по деоккупации оккупированного Россией Крыма. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Он отметил, что новая платформа должна сосредоточить в себе все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, в частности ОБСЕ. Давайте вместе его послушаем. Дозвольте поінформувати вас, що Україна виступила з пропозицією нового консультаційного та координаційного формату Кримської платформи з метою підвищення ефективності міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Турецкую республику принять участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма. Он сказал, что рассчитывает на то, что Турция будет активным участником процесса деоккупации, в частности, будет иметь большую роль в крымской платформе. Как известно, сегодня президент Украины с официальным визитом прибыл в Турецкую республику. И вот буквально несколько минут назад закончился брифинг двух президентов, Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Эрдоган, в свою очередь, выразил поддержку территориальной целостности нашей стране. Вот что он сказал. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. І в рамках цього ми завжди підтримували і будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом України. Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Туреччина не визнавала і не визнає анексії Криму. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir. І ми будемо продовжувати разом з українським народом і з українськими державними органами підтримувати кримських татар. Вот что сказал президент Владимир Зеленский относительно политических заключенных и крымских татар. Давайте его послушаем. Для нас надзвичайно важливою є підтримка Туреччини, суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що і надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення політичних в'язнів, українців та кримських татар, що незаконно утримуються Росією. Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что призвал Турецкую республику принять участие в создании крымской платформы по деоккупации полуострова. Давайте его послушаем. Для забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму ми будемо тісно співпрацювати в рамках 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Я також запросив Туреччину долучитися до нашого проєкту Кримської платформи. Це інструмент консолідації міжнародних партнерів для захисту прав кримчан та деокупації українського півострову. С нами сейчас на прямой связи Владимир Фісенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТа. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Да. Доброго вечера. Пане Володимире, что думаете относительно встречи президента Владимира Зеленского с Реджепом Таипом Эрдоганом? Мы услышали, что Зеленский призвал принять Турцию участие в проекте Крымской платформы. Какую роль будет занимать Турция, ваше мнение? Ну, во-первых, отмечу, что контакты между президентами Украины и Турции постоянные, регулярные. Они были и с предыдущим президентом Украины, сохранились и в чем-то даже усилились и при президентстве Зеленского. Вот отмечу одну деталь, которая, может быть, мало известна.
период эпидемии, когда большинство государственных деятелей прервали личные контакты, не было визитов и официальных, и рабочих, международных, почти ежемесячно были телефонные созвоны, телефонные переговоры между руководителями Украины и Турции. Вот очень важный момент. И нынешний визит также показывает высокий уровень стратегических партнерских отношений между двумя нашими странами. Естественно, тема Крыма всегда была в повестке дня таких переговоров. А сейчас, естественно, президент Зеленский, который высказал вот эту инициативу о создании крымской платформы, то есть специальной площадки для переговоров по Крыму. Он использует визит в Турцию для того, чтобы привлечь Турцию, которая тоже имеет исторические и тесные социальные связи с крымско-татарской общиной, чтобы Турция тоже приняла участие в работе, создании работы такой платформы. Для чего нужна эта платформа, кстати, отмечу? Потому что Россия отказывается обсуждать крымскую тему. И в Минске, и в нормандском формате, Да. на любых площадках категорически отказывается. И для нас это тактический ход. Таким образом, Украина показывает, что надо все-таки обсуждать тему Крыма, даже если Россия не хочет принимать в этом участие. Даже без участия России, неважно. Но надо. И на площадке ОБСЕ, и, возможно, в каком-то другом формате. Ну, смотрите, тогда... Да. Естественно, Турция тоже, как страна, которая и географически, и исторически, политически близка к Крыму и крымско-татарской общине, я думаю, что она логично должна участвовать в такой платформе. Да, крымско-татарскому народу. Вот скажите, у меня такой вопрос возникает. На различных международных платформах, площадках, пусть то ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и так далее, и так обсуждается тема Крыма. Там на украинские парламентарии постоянно поднимают вопрос оккупации полуострова и нарушения прав человека, крымских татар на территории Крыма. Вот если не будет в этой платформе принимать участие Российская Федерация, а очевидно, она в ней участие принимать не будет, в чем будет смысл создания этой платформы, в чем будет заключаться ее работа, сможет ли она принимать какие-то решения, которые будут иметь практические последствия? Если эта платформа будет активной, если она будет воздействовать на международное общественное мнение, на решения, принимаемые международными организациями, то тогда Россия вынуждена будет реагировать на ее деятельность, на ее активность, даже не принимая участие. Самое главное, в чем сейчас, для чего нужна эта платформа? Для того, чтобы сломать стратегию России. Россия играет в длинную, в долгую игру. Она хочет, чтобы все привыкли, что Крым уже российский. Да, вы можете его не признавать юридически, но вот как бы считайте с тем, что Крым российский. Это повторение тактики Советского Союза по отношению к Прибалтике. Когда западные страны не признавали аннексии Балтии, но де-факто вынуждены были с этим считаться. Вот Россия хочет сделать то же самое с Крымом. Но поскольку в Крыму существуют и нарушения прав человека, и представители крымско-татарского народа, и тех, кто сохраняет украинскую идентичность, там есть политические репрессии. Идет милитаризация Крыма, превращение ее в такую большую военную базу. Это уже угроза для региональной безопасности. И это постоянная угроза и для Украины, ну и для всей региональной безопасности. Поэтому создание такой платформы — это постоянно действующая площадка, где можно и обсуждать варианты деоккупации Крыма, когда и как это может произойти. Могут создаться такие исторические условия в перспективе, что шанс появится, а уже будет площадка, на которой можно будет решать эту проблему. С другой стороны, на этой площадке можно реагировать на конкретные нарушения и прав человека, и милитаризацию Крыма, и на другие проблемы, и предлагать конкретные проекты решения для других международных организаций. Поэтому идея, на мой взгляд, важная, ее нужно продвигать. Это постоянное напоминание о проблеме Крыма, и постоянный способ не допустить признания Крыма российским даже де-факто. Безусловно, это все правильно и очень хорошие сигналы и посылы мы сейчас слышим. А вот что я хотела спросить, а вот как вам видится формат такой платформы? Я так понимаю, это будет более широкая такая, с огромным количеством
участниц, стран, которые нас поддерживают, да, это пусть будет Черноморский регион, страны Европейского Союза, системно страны, которые нас поддерживают, это страны Балтии, не только. Или же это все-таки будет какая-то платформа из серии нормандского формата с ограниченным количеством участников? Ну, платформа с ограниченным составом участников, как правило, это переговорные платформы. Когда слишком большое число участников, это всегда проблема. Должно быть ограниченное число участников для того, чтобы переговоры могли осуществляться в более таком продуктивном рабочем ритме, меньше согласований. Здесь же скорее платформа, как было сказано, и консультативная, и координационная. Поэтому вопрос о числе участников открытый. В принципе, я думаю, что сначала может быть несколько участников, заинтересованных сторон, которые постоянно будут взаимодействовать между собой, обсуждать эти темы. Либо, вот как в случае с ОБСЕ, если удастся реализовать эту идею, то на площадке ОБСЕ можно просто постоянно поднимать эти вопросы, привлекая, может быть, не всех, но значительную часть участников этой организации. Но постепенно можно расширять состав участников этой платформы. Чем больше, тем лучше. Не надо сразу гнаться за количеством. Надо сначала идти от, может быть, небольшого числа, но активных участников, но постепенно, шаг за шагом расширять эту платформу, как бы создавая, как вот есть тоже такие платформы «Друзья Украины» в Европейском Союзе, в разных международных организациях. Вот я бы так сказал. Надо создавать эту платформу, которая бы показывала сторонников и до оккупации Крыма, сторонников крымско-татарского народа и борьбы за восстановление украинского суверенитета над Крымом. Могут ли участники данной платформы разработать санкции в отношении Российской Федерации, еще более жесткие, и в дальнейшем работать над их введением против нее? Это, естественно, одна из тем, которая может и должна обсуждаться. Тем более, что могут появляться постоянные поводы для таких санкций. Вот мы сейчас видим историю с санкциями против Навального. Как повод возник, санкции по поводу отравления Навального, прошу прощения. Да. 6 санкции против физических и 1 против компаний. Да. Это может казаться таким малым количеством, но речь идет о конкретной реакции. Вот есть санкции по Крымскому мосту, по выборам, которые были, по голосованию, которое было в Крыму. Периодически такие санкции появляются. Поэтому на этой площадке можно постоянно реагировать на конкретные нарушения международного права и расширять этот санкционный список. Но еще более важно, на мой взгляд, не просто поиск каких-то новых, более действенных санкций, а постоянный контроль, мониторинг. Вот это может быть одной из функций этой организации или вот этой платформы. Постоянный мониторинг за тем, чтобы эффективно работали уже действующие санкции. Особенно санкции, которые касаются торгово-экономических контактов с Крымом. Вот над этим надо работать, чтобы не допускать, я бы сказал, таких каких-то сепаратных действий отдельных государств, которые фактически пытаются прорвать вот эту изоляцию. И это очень важный фронт борьбы за Крым. Вот именно мониторинг за санкционным режимом. Давайте підключимо к нашій бесіді Ганну Гопко, народного депутата України 8-го скликання. Пані Ганна, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Я хочу обсудить с вами следующий вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил оставшиеся 3 из 5 вопросов, которые он анонсировал недавно и которые запланировал на день проведения которых запланировал на день местных выборов 25 октября. Кроме того, президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проводить всенародные опросы по важным для украинцев вопросам ежемесячно, а то и не еженедельно. Давайте сейчас послушаем вместе президента Владимира Зеленского. Василий, вы выводите синхрон Зеленского? Да, выведите, пожалуйста, синхрон президента Владимира Зеленского, где он озвучил все 5 вопросов. Усім привіт! 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань.
Запитання номер 3. Чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів? 4 запитання. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? І запитання номер 5. У 1994 році був підписаний Будапештський меморандум. США, Великобританія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України. А Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї. Чи потрібно Україні, у якої анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання? Або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання, або ніхто. Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування? Як вони бояться твоєї думки? Переконують, що українці якісь дурні, неосвічені, і не дай Боже у них щось питати. Вони дуже бояться. Якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними. Їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії. Їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку. Не всі з 5 питань подобаються? Окей? Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши в коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України. Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато-багато іншого. Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань. Евгения Кравчук, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», сказала, что всенародный опрос будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты. Давайте вместе ее сейчас послушаем. Є багато меценатів, небайдужих людей. Це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроект. До этого в офисе президента Владимира Зеленского говорили, что опрос не будет нести каких-либо юридических последствий. Но сейчас, как говорит Кравчук, опрос будет закреплен народными депутатами через соответствующий законопроект. Разве это не одно и то же? Разве это не легализация в закон опроса? Пані Ганна. Ну, по-перше, я категорично проти того, що зараз задумав президент Зеленський, проведення так званого опитування, тому що це антиконституційна річ, це спроба дискредитації парламенту, це конкретна політтехнологія чи авантюра. І зараз ми бачимо перехоплення порядку денного, коли Зеленський втягує в країну, ставлячи питання. Я зараз подорожую різними регіонами в рамках марафон з кандидатами, і ви знаєте, в людей стільки накопичилось питань до Зеленського, що час йому давати відповіді. Зокрема, бюджет 2021. Сьогодні на сайті президента Зеленського ми зареєстрували петицію, в якій вимагаємо закласти 5% ВВП саме на захист медичних працівників. Питання, чому на ДФС, Державну фіскальну службу, яка в стані ліквідації 2018 року, в бюджеті 2021 року на 60% збільшено фінансування і становить 1 мільярд 500 мільйонів гривень. Тому мені здається, що падіння рейтингів партії «Слуга народу» – це також спроба в якийсь спосіб людям показати, що вони на щось впливають. Але нещодавно була стаття професійних аналітиків, серед яких Михайло Гончар, опублікована в «Дзеркалі тижня», яка називається «Осінь гібридного наступу. Спецоперація чи операція через народовладдя до федералізації». Мені здається, що це дуже небезпечне загравання зараз через такі опитування переходити потім до референдуму
на ті питання, які розколюють українське суспільство. Щодо п'ятого питання по Будапештській меморандуму... Пятый вопрос мы еще обсудим. Я хочу вот пана Володимира спросить, а как вам опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, это вообще законно? Ну, во-первых, это не референдум, это не процедура, которая фиксирует некое всеукраинское голосование именно по избирательным процедурам. Это общественная политическая инициатива, это своеобразный эксперимент с прямой демократией. Сначала планировалось, насколько я знаю, голосование в соответствии с законом. Была еще в сентябре такая инициатива провести в день местных выборов консультативное голосование на избирательных участках. Ну, то есть, как бы, это почти референдум, но это называли консультативное голосование. Это, так, скажем так, разовая процедура. На самом деле, лучше, вот процедура очень важна. Я считаю, что лучше проводить референдум или всеукраинские голосования. В чем не соглашусь с Анной? Если мы отбрасываем референдум как таковой, то мы, извините, начинаем отбрасывать Конституцию. Право на всеукраинский референдум – это конституционная норма. Другое дело, есть ограничения, по каким вопросам проводить голосование можно, по каким нет. И надо очень деликатно подходить к выбору вопросов на референдум. Сейчас это не юридически обязывающая процедура. Никаких прямых юридических последствий от нее не будет. Только эксперимент. Она будет влиять на выборы. Я прекрасно понимаю, что это электоральные технологии команды Зеленского, чтобы помочь своей партии, несомненно. Но в то же время я вот даже по опросу соцгруппы «Рейтинг» вижу, эта инициатива вызывает достаточно интерес. И как эксперимент, я бы сказал, тренировка перед референдумами в будущем, это нормально. Но сразу скажу, проводить опросы, а тем более референдум, это невозможно. Ежемесячно, тем более еженедельно, невозможно. И это будет, скажем так, чрезмерно, это девальвирует саму идею. И опять-таки возникнет вопрос о процедуре, о релевантности таких опросов. Поэтому с этим инструментом надо действовать очень осторожно и аккуратно. По нынешним 5 вопросам я не вижу раскола. Только из 5 только 2 вопроса дискуссионные, где могут быть различные мнения. Это по экономической зоне на Донбассе и по каннабису. По остальным 3 вопросам, скорее всего, будет доминирование одной позиции, никакого раскола не будет. Это не вопрос языка и не вопрос особого статуса Донбасса. Но вот, пани Ганна, не считаете ли вы, что 5-й вопрос по Будапештскому меморандуму вообще лишен логики? Ну, насправді, пане Володимире, давайте чітко говорити. Немає закону про референдум, тому всі підстави робити це опитування зараз, коли є соціологічні кампанії, які можуть, якщо президент хоче знати думку людей... Це політична ініціатива. Це не соціологічний опрос, це політична ініціатива. Ну так правильно, тому ви кажете, що ви просто коли виступали, ви спершу говорили, що політична, а потім що це нібито як референдум. Тобто ви трохи... Нічого подібного. Ні, я так не казав. Я сказав, що це не референдум. Я відповідаю зараз на запитання щодо зовнішньої політики. Очевидно, що громадяни, які обирали президента Зеленського, вони чітко розраховували, що він читав текст Будапештського меморандуму, в якому є стаття 5, яка дає можливість Україні збирати, скликати, зокрема, гарантерів Будапештського меморандуму на окремі консультації у випадку порушення ними Будапештського меморандуму. Президент мав би зараз як лідер виконувати свої функції, зокрема представництво і захист наших інтересів на міжнародній арені, а не влаштовувати шоу, і хоча б назвати державу Російську Федерацію державою-агресором, а не говорити та сторона. Тому мені здається, це спосіб відволікання уваги, це політтехнологія перед місцевими виборами. Знаєте, це фарс, авантюра, тому що людям краще жити не стане після всіх цих щомісячних, чи як тут каже пан Володимир, що це буде справді девальвація, коли кожен місяць будуть питатися в народу. А в народу є можливість вплинути зараз на той же бюджет 2021. От я зареєструвала сьогодні петицію. Ні, почекайте, я сьогодні зареєструвала петицію на сайті президента України, і багато медиків її підтримують, щоб медикам дали достойні зарплати і щоб бюджет 2021 року відповідав закону України про державні гарантії 5% ВВП. От тому я хотіла, щоб Зеленський зібрав нараду,
зібрав уряд і замість марнотратства на збільшення свого офісу, на Державну фіскальну службу, правоохоронні органи, забезпечив гарантії медикам. От тоді я сподіваюся, що він відповість на питання медичних працівників, а не вводить всю країну в оману, намагаючись підтягнути свої рейтинги. Тому що від таких опитувань в лапках, навіть якщо вони будуть щотижня, а не щомісяця, життя в Україні кращим не стане. Дуже дякую вам, Пані пані Ганно, а Ганно. можна запитання? Та, Можна до пані Ганни запитання? Пані Ганно, ви нещодавно, рік тому ще були депутатом Верховної Ради. А чому ви тоді не пропонували про 5% для медицини? Коли були депутатом? Чому? Тому що я займалася питаннями зовнішньої політики як голова А яка комітету. різниця? І тягнула Яка на себе. різниця? Ви ж зараз піднімаєте це питання. Так от питання, а чому ви раніше цього не робили? Пане Володимире, я чесно вам скажу, я за 5 років займалася питанням Охмадиту, і він зараз завершується. Проводила медичну реформу, підтримувала цю реформу в Ми непростих бачимо, що з умовах. медичною реформою, І як вона зараз- вплинула на стан медицини. От ми зараз, на жаль, бачимо. Так що Ну, тут ви є знаєте, проблема. можуть бути різні оцінки медичної реформи, але точно гірше не стало, ніж тоді, коли ми починали медичну реформу. І, чесно кажучи, первинна ланка, де зараз лікарі мають можливість отримувати значно краще. Ви вважаєте, що збільшення на Зрозуміло. ДПС 1 мільярд 500 мільйонів, яка в стані ліквідації, це правильні видатки з бюджету на 21 рік? Дуже дякую вам, пані Ганна. Да, у нас просто очень интересная дискуссия, но я, к сожалению, должна переключаться уже на другую тему. У нас ограниченный эфир. Спасибо вам большое. Дуже дякую вам, пані Ганна. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я просто должна перейти к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои за Нагорный Карабах. И вот сегодня появляются все новые и новые сообщения с азербайджанской стороны, которая сообщает об освобождении еще нескольких населенных пунктов, а именно несколько сел Хаджавендского района. А Армения, в свою очередь, заявляет о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе. В то же время со стороны Азербайджана сообщают об очередных обстрелах Еревана. В Минобороны страны уточнили, что армянские силы с утра обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Акджабединского районов. Ваше видение ситуации, которая происходит сегодня в Нагорном Карабахе, как вы считаете, удастся ли Азербайджану в ближайшей перспективе полностью деоккупировать свои территории? Но это не так просто будет сделать. У Армении и Нагорного Карабаха достаточно боеспособные военные силы, хотя Азербайджан существенно нарастил потенциал своих вооруженных сил, что, собственно, и показывают нынешние военные действия. Им удалось действительно продвинуться вперед. Мне кажется, более вероятно, что Азербайджан сможет деоккупировать те районы, которые традиционно населялись азербайджанским населением. Я напомню, что там же ведь проблема не только в Нагорном Карабахе, а в том, что когда была война в начале 90-х годов, то силы Нагорного Карабаха и Армении, они фактически заняли еще и ряд районов, которые традиционно относились юридически и к Азербайджанской республике, не только как автономия Карабаха, но и там населяло, в основном было азербайджанское население. Вот эти районы, я думаю, что они могут деоккупировать, может быть, и части Нагорного Карабаха. Но сама война, как мы видим, она достаточно позиционна. Нет явного перевеса одной стороны, и военные действия могут затянуться. Поэтому думаю, что то, что сейчас происходит, это, пожалуй, самые ожесточенные военные действия за весь период этой войны, кроме периода начала 90-х годов. И, скорее всего, рано или поздно стороны сядут за стол переговоров. Как вы считаете, поддержка со стороны Турецкой Республики сегодня Азербайджану достаточно? Знаете, это очень деликатный вопрос. Я думаю, что если бы не было поддержки Турецкой Республики в модернизации вооруженных сил Азербайджана и военно-тактической подготовки, не было бы, наверное, нынешних военных успехов Азербайджана. Поэтому поддержка Турции сыграла очень важную роль.
Есть и техническая поддержка, как я понимаю, беспилотники. Вот, кстати, насколько я знаю, президент Зеленский с президентом Эрдоганом ведет переговоры в том числе и по беспилотникам. Да, Байрактары. Да, либо организация производства Украины, либо закупка у Турции, либо совместное производство. Тут есть разные варианты. Но все знают, это очень эффективное оружие, и оно, конечно, помогает Азербайджану, но есть грань, против чего сейчас выступает большинство стран мира, чтобы не было прямого вмешательства других стран в этот конфликт. В том числе и Турция на стороне Азербайджана, а Армения, как мы знаем, она призывает регулярно, чтобы Россия вмешалась в этот конфликт, поскольку Армения входит в ОДКБ, в военный блок, в Ташкентский договор. Но Россия воздерживается. Поэтому здесь ситуация очень шаткая, и лучше третьим сторонам избегать вмешательства в этот конфликт. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на прямому зв'язку. С нами сейчас на прямой связи Дмитро Левось, політолог, експерт з питання міжнародної політики. Пане Дмитрію, вітаю вас. Да, доброго дня. Да, доброго дня. Ну что ж, азербайджанская сторона сегодня сообщает об освобождении еще нескольких населенных пунктов, нескольких сел. Как далеко удастся пройти азербайджанской армии в Нагорном Карабахе? Ну, ви знаєте, я думаю, що наразі ми спостерігаємо, так би мовити, взагалі тут концентрацію політики Азербайджану протягом всього цього періоду, там 25 років. Це однозначно, і прагнення цього визволення територій, ми говоримо не тільки там про Нагорний Карабах, а про тих територій, які навколо. І тому я думаю, що тут поки що азербайджанське військо зупинятися не буде однозначно. Ну, і більше того, Азербайджан з великим рахунком зумів за цей період побудувати свою нову армію. Азербайджан за цей період зумів провести, вкласти гроші і провести реформу. Ми бачимо, як він воює, ми бачимо, що і який настрій. Наразі ж те, що відбувається, це я не думаю, що це все закінчиться цілковитою однозначною перемогою. Скоріш за все ж таки створюються передумови для переговорів, які би створювали такі позиції, для вигідні переговорні позиції. Скоріше мова йде про це. Тим більше, що нові реалії вже склалися, вже ми бачимо тут на повному серйозі розмови про те, що Туреччину залучити до цих переговорів. Туреччина ще кілька років тому про це і мови не йшло. Ми бачимо, що Москва вже починає заявляти, що ніякої Туреччини в цих переговорах не повинно бути. Тож, я думаю, що тут за будь-яких умов ми бачимо, що ці успіхи, 50 населених пунктів визволено, 300, уже понад 300 квадратних кілометрів, то тут в будь-якому разі це передумови для того, аби говорити про зовсім інших позицій. Зрозуміло. Давайте підключимо Ільхаму Аллахвердієву. Азербайджанське військо це створило. Давайте підключимо Ільхаму Аллахвердієву, голову спілки азербайджанської молоді. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Селям алейкум, Ильхам Ханум. Алейкум ассалам, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы сейчас оцениваете позицию Азербайджана и как вы считаете, удастся ли ей продвинуться дальше, полностью деоккупировать свои территории в ближайшей перспективе? Если речь идет о военной составляющей, то Азербайджан демонстрирует полную уверенность в своих силах и заявляет о том, что он готов идти дальше. Поэтому, но это не приоритет. Сегодня президент Азербайджана в одном из интервью для одного из турецких телеканалов заявил о том, что Азербайджан готов
сесть за стол переговоров, потому что война, она, конечно же, сопровождается всегда жертвами, и среди мирного населения, как мы видим в Азербайджане это происходит, так и среди военных лиц. Поэтому, конечно же, приоритетным является мирное разрешение, но если Армения будет дальше упираться и демонстрировать, опять-таки, неконструктив в переговорах, то будет продолжаться военное действие, освобождение территории военным путем. Некоторые эксперты говорили о том, что, вот, когда говорили о развитии сценариев, в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, говорили, что азербайджанская армия дойдет до определенных точек, освободит какую-то часть территории, а потом возобновится переговорный процесс и начнется опять режим тишины. Пане Дмитрию, вот такой сценарий развития событий наиболее вероятен? Ну, пока что, знаете, говорить, я перейду на русский, чтобы было понятно. Да, я думаю, что пока что, ну, скорее всего, все-таки речь не идет о том, чтобы азербайджанская армия действительно наступала и до самого конца. Я думаю, что в принципе, вот действительно такой сценарий, о котором вы говорили, наверное, он более вероятен. По одной простой причине, но Азербайджан уже показал свое преимущество. И в любом случае, ну и кроме того, дальнейшее наступление, это, ну, оно чревато различными последствиями, в том числе как и потерями, которые возрастут, в том числе и действительно страданиями для мирных жителей. И в этой связи я думаю, что такой вариант абсолютно возможен. То есть сейчас, когда будут улучшены переговорные позиции, согласиться пойти на эти переговоры. Другой момент, что старые переговорные форматы, вот в виде там, Минской группы, они не срабатывают. И тут тот момент, что действительно насколько возникнет вот этот новый переговорный формат, в результате которого действительно можно будет более стойкое перемирие установить. И последний вопрос, у нас буквально 30 секунд. Ильхам Ханум, насколько далеко может в своей поддержке пойти Турецкая Республика? Турция на сегодняшний день уже демонстрирует достаточно высокую поддержку Азербайджану. На сегодняшний день это находится в дипломатической плоскости, но и этого уже достаточно для того, чтобы быть сдерживающим фактором в регионе, для того, чтобы не включались третьи стороны. Это невыгодно ни Азербайджану, чтобы включалась какая-либо третья сторона, потому что военного потенциала Азербайджана хватает для того, чтобы освободить свои территории. Поэтому сегодня Турция, конечно, играет ключевую роль в регионе. И вот, как сказал наш собеседник, действительно сейчас идет речь о том, чтобы переформатировать Минскую группу ОБСЕ и включить Турцию как одну из основных стран, которая могла бы включиться в переговорный процесс. И сегодня, опять-таки, буду цитировать Ильхама Алиева. Он сказал, что Турция де-факто уже включена в процесс, в переговорный процесс. Сейчас идет процесс на то, чтобы найти этому юридическое оформление для того, чтобы Турция действительно вошла стала одной из страной сопредседателей Минской группы ОБСЕ для баланса сил в этой группе, потому что там есть определенный дисбаланс. Россия, она понятно, такой завуалированной форме, но это оказывает явную поддержку России. Франция тоже своих симпатий не скрывает. Поэтому тут нужен определенный баланс сил, и, конечно же, появление Турции, оно может вот этот баланс восполнить. Çok sağ olunuz. Дуже дякую вам, Ільхам Аллахвердієва, голова спілки азербайджанської молоді, та Дмитро Левось, політолог, експерт з питань міжнародної політики, були з нами на прямому зв'язку. Çok sağ olunuz. Дуже дякую вам. Ну а я вынуждена, к сожалению, завершать информационно-аналитическую программу. Я с вами прощаюсь ненадолго, всего лишь на 2 дня. Берегите себя. Корушкенджи. Эфир телеканала АТР продолжает Прайм Муждабаев.